Добрый вечер, меня зовут Ирина. Меня зовут Владимир, я из Ленинграда. Меня зовут Дебора, и его зовут Люка. Мы из Италии. Лука, смотрите налимы. В Якутии впервые. Вон зайчики. Да, молоко, сыры, муксуны, карасики, утки. Сегодня 9 января этого Нового года, 2017-го. Наш последний вечер пребывания здесь, в Якутии. Так мясо продают. Спасибо, Васильев. Он был супергид. Спасибо большое. С ним в компании было очень комфортно, потому что он комфортный человек. Человек с широкими горизонтами, с ним приятно общаться. Как говорят в таких случаях, человек на своем месте. Знающий, очень коммуникабельный. И я думаю, что мы с моим мужем будем часто его вспоминать. В целом тур удался очень хорошо. Это очень много зависит от самих туристов. От их энергетики. Я хочу сейчас сказать о самом конце, то есть о сегодняшнем дне, о дне возвращения в Якутск. Особо хотела бы выразить нашу благодарность нашему водителю Алексею. Да? Это такой скромный, немногословный, худенький молодой человек, в чьих руках, в принципе, наверное, была наша жизнь. Но я поняла это только сегодня, может быть, вчера. Осознала, что проехать в таких погодных условиях 2000 километров, ну, это действительно непросто. Это сложно и порой даже опасно. Не знаю. Вот, не, был. Был, он стоял. Вы спали просто. А, прицеп уронили. Или машину утащили уже. А, машину утащили уже. Да, машину утащили, вот видите. Перегрелась. Ну, она, видимо, перегрелась или что-нибудь, да? Замерзла. Мы немного ломались. Материалы при низкой температуре меняют свои свойства. Патрубок резиновый, он идет к баку. О, смотрите, вот такая дырка. Она замерзла, и так как дорога гравийная, камень отлетел и пробил резину. То есть кусок резины вырвался. Делаем заплату. Надели хомут, затянули. Все закрыли. Приключения, да. Да, так что это. Мне помнится, как ровно неделю назад мы прилетели сюда, как Василий нас встретил, поприветствовал и, как мне показалось, задал очень странный вопрос. Он звучал так: «Вы первый раз в Якутии?» Я ответила: «Да, первый раз», но про себя я подумала: странный вопрос. Первый день в приезд температура была 30-35 градусов. Ну, во-первых, скажем, что я сама родом из Новосибирска, поэтому кое-что о морозах минус 30 я знаю. Но когда мы прилетели и вышли вот погулять, мы ощутили этот мороз, действительно. Хотя теперь я понимаю, что это всего лишь 35 градусов. Но тогда для нас это был мороз. Поездили на собачьих упряжках, чучур-муране. Для меня было ярчайшим впечатлением это катание на собаках. А по сколько человек? По двое, да? Или по одному? По одному? Давайте по одному. Посетили царство вечной мерзлоты. Мы видели ледяные скульптуры. И для меня было эффектом, конечно, ели мы строганину и запивали якутскую водку в рюмках, которые изготовлены из льда. Берите строганину и в соль, перец. Макайте вот соль, перец.
Руками, одной рукой держать такую рюмку я не решился. Я двумя руками подносил ее к рту. И водка от этого казалась вообще превосходнейшая. Зашли к Атласовым, Усть-Кут, где нам провели обряд Алгыс, благословение. Ай-хау! Ай-хау! Договариваться с духами, чтобы у нас по дороге ничего не случилось, чтобы у нас все было хорошо, чтобы якутская земля встретила туристов. Вот. Ну, все так и произошло. Она очень правильно, хорошо делает обряды. Услышав сокот копыт божества, обитающие на первых и вторых небесах, скрепляют вам ваши три духа, чтобы вы были сильные, крепкие, здоровые. И на следующий день, в принципе, как и было задумано, мы с утра двинулись в путь. Что-то сказать об этом дне сложно. В основном это была дорога. Естественно, где-то останавливались, что-то смотрели. Ну, останавливались буквально на чуть-чуть, на 5, там, не более минут, потому что действительно холодно. Сама дорога, ну дорога как дорога, везде на Руси у нас тут, в России. Ну, когда видишь, вот едешь по дороге и смотришь, один грузовик упал куда-то там, значит, в кювет, другой упал, а мы так вот все пробирались и так, в общем-то, успешно. Вечером мы прибыли в город Хандыга, я, кажется, Хандыга, ну, пусть будет Хандыга, да, и там разместились на ночлег. На утро встали, и опять дорога. Опять та же самая длинная дорога. Но она была уже более панорамная, потому что, конечно, там уже въехали в предгорье, начались сами горы. Ну и, естественно, для нас, для россиян, вот этот ужасный, но знаменитый в кавычках фактор – дорога на костях. Как раз там шел снег, из-за этого потеплело. И мы перевалили очень хорошо. Когда мы съехали с федеральной трассы, началась вот эта вот региональная, она довольно сложная, потом никого нет. Хорошо, кстати, что мы ехали в паре, ну так, условно в паре. Был еще один автомобиль УАЗик, где другие туристы ехали. Настоящие полярники. Какая ситуация? Ситуация хорошая. Вот, говорю, мы уже прибыли в Аймикон, естественно, это уже был вечер, 9 часов вечера. Разместили нас на квартире местного жителя. Это, наверное, якутянам она хорошо известна, эта женщина Тамара Егоровна. Встретила хозяйка, очень гостеприимная, такая хлебосольная, да, я честно скажу, я прямо сказал, что если бы у меня жены так умели готовить, я бы никогда не развелся, а так я вынужден был 3 раза аж развестись. Как раз вот на следующее утро было минус 52, мы поехали на конеферму, погода была ясная, солнечная. Здравствуйте. Нам повезло, потому что мы увидели вот этот знаменитый феномен, который вы всегда видите, мы нет, никогда. Многие с европейской части даже не знают о нем. Это то, как мы говорим, 2, или 3 солнца. Я считаю, что мы видели 3 солнца, да, основное, и по бокам вот эти вот лучи, которые в самом основании что-то из себя изображают, типа радуги, да? Да, 3 солнца. Вы помните, рассказывали? И у огня тоже 3. Да. Это значит живое существо. Да. Самое удивительное, что основное солнце, как я его назвала, имело над собой еще и ореол. Ореол в форме бокала. Вот это, конечно, когда смотришь на такие вещи, то это странно, как-то вначале даже не понимаешь, что ты видишь перед собой. Вот этих медведей здесь добыли. Они нападали на жеребят по весне, приходят. Это ничего есть. Поэтому весной они приходят, нападают. Вон заготавливают лед таким способом. Видите? Это питьевая вода. Да, это питьевая вода.
Ну, центральная погода на год, это, знаете, чистейшая же вода из-под гор. Вот это медвежатник. Встретили Чингисхана. Чингисхан нас благословил. Холода! Приветствую вас! Чингисхан, да, вот Чингисхан это, я думал, Дед Мороз, а тут оказывается еще над всеми мировыми, так сказать, и Дедом Морозом, и нас Санта-Клаусом есть еще товарищ, который круче их, и он их опекает. И только в Якутии он есть, больше нигде нет. И все товарищи эти, Санта-Клаусы, приезжают именно сюда, чтобы, не знаю, как это можно так выразить современным языком, принять лицензию от него для вот эти свои действия Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Проверяли петли на куропатку. Видите, он делает проход, оставляет, и там вешает эту петлю. Вон, вот здесь, ага, убежала, да? Не, отпустили. Отпустили? Ну вот это... Туристы? Пустили на дороге, там убивать же не быстро. Улетела. Вчера здесь живая была, и были туристы, я его взял, отпустил. Рыбалка, это здорово. Меня удивило, конечно. Вообще тут набирает. А здесь деньги роли не играют, поэтому придется ему самому делать. Что, клюет уже? Ну как? Когда, говорит, молодой был, такой не знал. Вы сегодня поставили, да? О! Это сик-валек. Я-то в большей степени, так сказать, комментировал рыбалку, а вот то, что рыбак голыми руками, значит, все это рыбу достает, это, конечно, да. Я даже со страхом смотрел, а не то, что вот залезть руками в ледяную воду. Местное название сюрю, это то есть быстрое. Оно, ну, прогонистое тело такое, и в чешую, то есть в личу не попадает. Теперь сейчас будет шоковая заморозка. И мясо будет такое нежное, без воды. Это хариус. Да, хариус. У него красный. Ну такой, он, этот маленький еще, обычно чуть побольше. 800 грамм, килограмм где-то. И сик-валек, он тоже до 2 где-то килограммов, да? Это кто? Это кто? Хариус. Да, хариус. Пусть там немножко птичья поработает. Минус 50 как ей. Тяжкость. Зато она вкусная будет, она сохранится хорошо. Тоже в холодильнике. Ну, сначала ты это не понимаешь. Сначала кажется, что ничего особенного, потому что все-таки здесь климат резко континентальный, воздух сухой, и ощущения первые 2-3 минуты нет. Но, скажем, далее, уже на 4-й, на 5-й, естественно, начинает у тебя щипать щеки. У кого-то в нашей группе это было индикатором температуры. Потом, естественно, замерзает нос, нужно резко повязывать шарф там, или одевать маски, я не знаю. Потом вижу, что ваши местные жители, хоть они и местные, все равно, когда идут по улице, они прикрывают свой носик. И далее это уже такое, как бы скажем, обледенение некоторых пушистых частей лица. Но это красиво, это даже красиво. То есть белые ресницы, тут, значит, опушка у капюшона становится белой, сам шарф, куда ты дышишь, тоже все белое. Поэтому это даже как-то, ну это интересно, мы смеемся, мы смеялись друг над другом, фотографировали друг друга, когда это видели.
Подмороженные. Да. Я сниму. Вот. Займешь. Хорошо. Сейчас мы пойду, да? Строганина никогда в жизни не пробовала строганина. Ну да, ну, считается. Мы любили строганину и якутские мороженое. Вот это ленок, да? У него шкура потверже. Из них можно даже одежду шить. Ничего себе. Да. Вот она давно твердая. Ее сушили, обрабатывали. Кошельки можно делать, там, одежду. Сумочки. Значит, перец, соль, ну и запивали мы, так скажем, эту строганину, что тоже очень так необычно, здорово. Во всяком случае, нигде, ни в Европе, ни в Америке, ни в Африке такую строганину нигде не подают, это точно. Только здесь. Самая вкусная вот брюшка. Она жир. Да, я люблю тоже обычно рыбу. Карпи там, что там. Вот это маленькая, вот так можно и с костями, в принципе. Ну да, наверное. Это вот сиквалек. Знаете, мы живем в современное время, действительно, на дворе уже 21 век, вот, наступил 2017 год, и все мы полны тут обмундирования, купленного тут за определенные суммы, с определенными технологиями, обещающими нам, что мы не замерзнем. Да, мы не замерзли, но то, что касается наших ног, тут никакая обувь не поможет. Одеваем только валенки. Я спрашивал, ботинки у них фирменные, там все нормально. А в итоге пришлось валенки отдать девушке. Я ее сейчас спросил, говорю, не выдержали? Она говорит, не выдержали. Но у нас ребята тоже, у них там технологии, а многие у них Лучше валенок нету. И ультов там. Я с детства помню, мой отец на всякие там рыбалки надевал еще чуни, так называемые. Это внутрь чуни, это меховые такие штуки, носки такие, но с мехом. Это внутрь валенки, да? Внутрь, и мех вовнутрь, к телу очень. Он топит костер и благословение, начинает благословение. Алгас. Мы были в школе, и местные жители организовали небольшой концерт. Да. Конечно, было особенно так трогательно смотреть на местных детишек в национальной одежде, которые исполняли для нас песни свои национальные. Помимо этого, конечно, много комментариев. У нас село маленькое, называется оно село Берег Д. Это по-русски будет набережная. Можете попробовать. Тяжелый, да? Да. Это молотого барана. Бывает огромные рога. Это петлю на куропаток ставят. Это что? Соболь. Соболь, да. А это белочка? Белка желтая. 105 лет прошло? 104 года прошло. 104. Как новенький. Это из конских волос. Конский. Ага. Не, к женщинам мы нормально относимся. 20-30 было, конечно, бегал. А сейчас Сахара. Да, и сейчас уже отвозил. Тяжеловато. Конечно, а загончиков взял. И сам. Это одевает вот так на ногу, чтобы колено не было. Да, на колени. Как называется это? А лесу не жалко? Нет, они сейчас у нас все бешеные. Много что узнали. Вот лично для себя я поняла, что, оказывается, якуты – это не местные жители. Да, я слышала об ивенках, естественно, но я думала, что якуты тоже местные жители. Оказывается, совсем все по-другому. Вот. И что якуты – это оседлый народ. К нам отнеслись очень тепло и трогательно, я даже бы сказал, с интересом. И эти люди были нам тоже интересны.
В общем, большое спасибо им всем. Поехали! В данном случае мы с Сергеем перетягивали палку, и я понял, что мне надо еще много и много заниматься физкультурой, чтобы, так сказать, достичь таких же силовых качеств, как он. Буду тренироваться. И в ночной тишине снова кажется мне. Врагу не знаю, 2-0. Поздравляю. Долгий путь нельзя пройти без потерь. Это значит теперь время расставаться. Поехала! Давай! Что, можно так бегать? Раскачивай, 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 раскачивай! А, есть! Это же маневр! Так, давайте. Поехали! Врагу не остается Поехали! Кричать! Какое количество народа. Привет. На следующий день, когда мы поехали на вторую ферму, да, вот там мы увидели, как вообще хранится это молоко, да, то есть формы, ну, практически это ледышка, огромная ледышка, той формы, куда ее наливают, ну, это молоко. Молоко, как нам там объявили, очень высокой жирности, коровы забавные, естественно, ну, они как наши российские коровы, то есть западноевропейские коровы, но у них такое маленькое вымя, что их даже не видно. Рога такие неровные, это вот как у яков. Коровник, где разводят якутскую породу, уникальную, которая ближе не к корове, а к якам. Они могут выдерживать 35-40 градусов мороза. В принципе, на улице могут жить. Но в минус 50 им уже тяжеловато. Поэтому их держат в коровниках. Таких коровников в Якутии несколько. И вот они меняют кровь, друг другу отправляют. Да, чтобы разбавить. Да, чтобы разбавить кровь. Это котопес. Ему нравится, когда пузо чешет. Да, и коров они это охраняют. Если медведь придет, допустим, он тоже на медведя, да, нападет, отгонит. Сейчас говорят тепло, поэтому они долго будут гулять, это час. А на водопой их не гоняют, они сами уходят. Не, вот вообще на быках возят сено, да, такое, то есть они привыкшие. Катались на быках, что было в первый раз такое. Я не думал, что на них можно кататься, оказывается, можно. Ну, тут, в принципе, оказывается, они объезженные. Ногами он не управляется, как лошадь. Лука, он с Карины приехал специально. Особенно ярко я почувствовал так катание на быке. Мне было очень страшно, но я как-то это дело скрывал. Кричал: снимите, снимите. Меня снимали. Правда, не поняли меня. Я хотел, чтобы меня сняли с быка. Они снимали меня на свои киноаппараты. А я сфотографировал. С быка. А, с быка. Здесь, в ваших краях, особенно вот она, если говорит хозяйка фермы, она даже никогда не встречалась с таким словом, как агротуризм. А в Европе-то он развит, следовательно, и здесь он будет. 40 километров здесь ограничения. А кто больше будет ездить здесь? Тоже закрыт. Ну, он, наверное, с 2 там откроется. Сегодня же выходной. Пойдемте сходим на площадь. Площадь Победы. Здесь много героев, да, вообще призывали очень много на войну. Из Якутии. Да, из Самикона. Вот погибшие. С этой деревни. Это администрация. Ну, она закрыта, но может сфотографировать. Вот. Общеобразовательная средняя школа.
50 лет. У нас с 36-го года уголь. Да. Черное золото раньше, то есть сейчас это икра. Сейчас икра. Икра. Икра и нефть. Водовозка есть. Да, девушка не была. Да, наш мейк-ап. Да, мейкап. Аймиконский. Все, вытащил и замерзла. Мороз, да, впервые сталкиваюсь с такими низкими температурами, естественно. Но это впечатление, которое останется на всю жизнь. Yes, замерз. Тут химия, это химия немножко. Не, она замерзла явно. О том, что здесь химия полнейшая. О. Вот, а Кока-Кола не замерзает. Да, вот водка, да? Нет, ну там же... Вот, смотрите, да? То есть она жидкая, да? Теперь смотрите, как она кристаллизируется. Ух ты! А сфотографировать можно? Да, конечно. Вот видите, немножко кристаллизируется. Когда ее начинаешь взбалтывать. Да, во, видите? Это кристаллизируется спирт. Во, видите, белое появляется. Вот. Во. Вот это да. Ну, кристаллизируется, кристаллы появляются, видите? Ух ты! Нет, это не я. Я подводчик, да? Да. Вот. Так что в минус 45 замерзает водка. Слушай, вот ты водку в лед превращаешь, а можешь наоборот. Сейчас сделаем. И эксперименты, которые нам представил гид по фруктам, по овощам, это было, конечно, такое необычное действие. Вот вам банан и гвоздь. Сейчас будем бананом забивать гвозди. Давайте сюда, вот сюда. Вы же плотник, да? Не, можно перевернуть банан. Вот так, да, так удобнее. Сильней. Давайте, как мандарин себя ведет. А теперь вот яблоко. Яблоко, как вы думаете, что яблоко сломается или палка? А яблоко целое! Во. О, видите, поймали. Во, напали. Замерз. Облако сейчас делаем. Да, это кипяток? Да. О. Вот, это облако. Все. А там было сколько? 1,5 литра воды. А совсем немножко. Все испарилось. Ну, некоторые вещи я умалчиваю, потому что об этом, наверное, не очень прилично говорить. Я совершил, можно сказать, личный подвиг. И за это я себя, наверное, уважать начну. Я впервые в жизни в уличном туалете оголил свой зад при минус 57 градусов мороза. Ну вот. И я так полагаю, что это произошло для моего здоровья бесследно. Ну, вас не почувствовал ничего. Вот это было для меня здорово, и я, наверное, себя уважать буду после этого. Ну, это целый подвиг, я бы сказала. Местная Миконская баня. Так холодно, а вот здесь, ну, она небольшая, чтобы быстрее можно было бы затопить ее и прогреть. Вот она такая небольшая. Здесь замерзает лед. Так-то тепло. Так-то тепло, да. Край этот меня очень впечатлил. И приятно было, конечно, это посещение бани. Вот представляете, такой мороз, 55-57 градусов, а мы в баню пошли там. Вода уже чуть нагрелась. Ну еще, наверное, часика, да? Часик. Хорошо, нам, русским, все это известно. А вот наши друзья по группе, это молодая итальянская пара, конечно, для них это в диковину. Несмотря на то, что они уже не первый раз в России, путешествуют они по таким холодным местам, но для них это в диковину было. Хорошо?
Сейчас жарко. После баньки так это чувствуется этот мороз, щеки так. Ну, эмоционально я не могу даже словами передать это все. Это здорово просто было. Здорово. Вот он наш стол. Вон арбуз висит. Где они? Да. Креска на анкелиангуре. Или серые. Теплицы. Не маленькие, скажу. Где мы были, было минус 57, а в новостях передали, что вообще местами было в Аймиконе и 60. 7 часов вечера, и у нас термометр показывает 57 градусов. Еще идем на рекорд. Вот наши рюмочки замерзли. Здесь можно курить без сигарет. Вот так пар выходит изо рта. Ладно, пошел я. Все тут замерзло. Особенно мне, знаете, что понравилось? Я впервые водку не пил, а грыз. Вот это мне очень понравилось. Понимаете, грызть водку я даже не слышал, а тут, оказывается, можно. Что у нас получилось? Вы когда-нибудь грызли водку? Какой аперитив. Нет, конечно. Да, вы шампанское. Вот говорят же, если бы водка была бы твердая, мы бы ее грызли. Алексей? А что, здесь с палкой, что ли? С палкой. Давай, чокается или как ты? Ну, давайте. Да. Хорошая водка, плохо мерзнет. Попробуйте. Зубы мерзнут. Зубы мерзнут. Видите, если бы водка была бы твердая, я бы ее грыз. Да? Давайте, грызите. Огурец как замерз. А ты огурец, что ли, откусил? О. Это была один из наших мечты. И вот мы в Якутии. Мы любим мороз. И мы были в Омяконе. Мы получили эти сертификаты. И чувствовали 57 градусов мороза. Мой 01, поэтому я написала. В этот великий православный праздник хотим выразить свое восхищение этим краем, их людьми, их жизнью. Какие мы разные люди этой великой страны. И какие мы одинаковые. Мы любим Россию и ее красоту, вкусная еда. Спасибо большое и привет из Италии, Дебора и Лука. Отлично. Мы любили людей, которые живут в Омяконе, потому что они добрые, искренние. Я хотел бы выразить благодарность всем людям Аймикона, с кем мы встречались. Даже было, знаете, в силу моего возраста я даже стал сентиментальный, и мне было трудно прощаться даже. Вот от мороза даже туман. Когда 2 дня прошли, утром 8-го мы выехали, да, потому что мы проехали буквально полпути до поселка Хандыга. Можно курить без сигарет так. И в музее. Да, это наша история, это мы прожили, и это надо знать, и не отказываться от этого. Мы прошли, мы сейчас другие, мы меняемся, помнить должны обязательно. Вот здесь сидел. Здесь сидел, вот это стоит, да? Да. Жонов сидел, Нина Русланова здесь сидела. Чтобы такое не повторилось. Я имею в виду те лагеря, которые здесь существовали, на этой суровой земле.
Остались еще? Да. Да. В последнее время очень много стало. Как понравилось? Прекрасно, прекрасно. Солнце встало. Если вы хотите, чтобы здесь туристы были в Тамторе, надо переименовать Тамтор в Аймикон. Вот так шли заключенные. Анекдоты рассказали в Аймикон. Вот. Веселые анекдоты были. Ну, и немцев тоже здесь много было, пленных. Отрабатывали, потому что напали. Сверху пошла. Это же, да, из этого, изнутри. Здесь вот Она промерзла до земли, получается, и вышла наружу. И сверху началось, да. Был такой один момент, который немножко так заставил нас остолбенеть. Момент по дороге нас понесло. И вот опять-таки благодаря Алексею все обошлось. Вот, и ну, сейчас, конечно, мы понимаем, то есть осознание приходит позже, да, что это мы могли бы быть одними из тех, кого видели по дороге. Мы справились. Это скорее водитель справился. Мы-то просто так сидели, что называется, и тихо дрожа, чтобы как бы все нормально произошло. Но это тоже часть нашего маршрута. Это тоже впечатление. Потом этот поселок вырос, за надобности уже все расформировали туда. Сегодня мы заехали Непланово, да, значит, к скульптору местному. И у нас же год огненного петуха наступил. И местный скульптор интересно отразил этот год в своем произведении. Он, значит, огромного петуха сделал. Посетили Бапосова Михаила, знаменитого скульптора. Ну, мы привыкли там песок, глина. Там, ну вот здесь увидели, что лед может быть материалом для скульптуры. А здесь в данном случае Петух из какашек сделан. коровьи экскременты явились, так сказать, тем материалом, который он постоянно пользуется. И это было необычно. Это здорово. Это коровий навоз, какашка. Veramente. Да, подойдите. Стоит этот огромный петух, и на него по лестнице можно даже взобраться. Навоз. Мы сами увидели его, он некоторые комментарии нам сделал. Мы были довольны. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Ох, с Аймикона едем. Навоз сначала мягкий, вы его облепливаете, и он сразу замерзает. А остров-то из чего делается? Остров. Дерево, наверное. Арматура. Арматура. А добавляете цемент какой-нибудь? Нет. Только чисто вот биологическое, чисто это Логически чисто. добавлять, водой добавлять. Ну только коровье, больше не смешивайте ни с чем. Каждый день бутылку едим. Нового года всегда. Петух, да. Вот такие у нас люди живут, творческие. Это его хобби. Да, хобби. Он занимается своим делом, а это его хобби. Да, он делал кубы такие, да, из
чтобы удобнее было вывозить на тракторе. Вот, да, и а потом взял и танк сделал, слепил танк в натуральную величину. Да. И потом что-то так, потом такую маленькую скульптуру сделал. И вообще он прославился везде, по всему миру, в интернете везде написано было про него. Да, и он сразу начал лепить. На обратном пути мы же снова пересекали реку Лена, да. Для меня, как для жителей, как для уроженки Сибири, это не секрет, что наши сибирские реки, они такие огромные, полноводные и прочее. Но когда я услышала сам параметр, что в этом месте, где находится сам Якутск, ширина Лены по прямой 6 километров, ну, тут даже я удивилась. Ну и вот в 5 часов прибыли, наконец, в Якутск. И, как мне показалось, задал очень странный вопрос. Он звучал так. Вы первый раз в Якутии? Я ответила, да, первый раз. Но вот сейчас, по прошествии недели нашего путешествия, я поняла, почему. То есть я поняла суть этого вопроса, почему он мне его задал. И вот почему. Мне кажется, большинство туристов, российских туристов и иностранных гостей, единожды прибыв сюда, в Якутию, все-таки возвращаются. Кто-то один раз, кто-то несколько. Я, как знаете, как Остап Бендер, они создатели здесь арктический центр мирового туризма, чтобы люди со всего света приезжали сюда. Мы хотим благодарить всем на терпение. И особенно Ирине, которая нам помогла понять русский. И Алексей был супер водитель. Потом мы любили красоту Якутии и панорамы, пока мы были на машине. И мне особенно понравились в нашей поездке это люди, которые меня окружали. Ну вот выразить благодарность, потому что к нам отнеслись очень тепло и трогательно, я даже бы сказал, с интересом. И эти люди были нам тоже интересны. Очень большое спасибо им всем. Может быть, мы вернемся летом, когда все зеленое. И все. Спасибо. Вот. Такая вот история была у нас.